Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В России угроза новой эпидемии. В Минздраве заявили об эпидемической вспышке потребления никотиносодержащих смесей среди подростков, так называемого снюса. О том, в каких случаях жевательный табак приводит к необратимым последствиям и как с ним бороться, мы поговорим с нашим гостем. Это врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Нестор Лукин. Нестор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз напомним нашим зрителям, что же все-таки такое снюс и что находится в его составе. Но снюс, или как его называют, сосательный или жевательный табак, представляет из себя вид бездымного табака, в состав которого входит, соответственно, размягченный, размоченный табак, растворенный в растворе соли и соды. Его закладывают за губу, либо употребляют в виде леденцов. Продажи появились с недавнего времени в виде леденцов. Сосательный или жевательный так называемый табак. Чем он стал и привлекательным для подростков? Да, чем он стал привлекательным для подростков. А чем он опасен, снюс, и какое влияние оказывает на здоровье, на организм? Ну, снюс, он, как полагается, никотин содержащий, да, табак содержащий препарат, вещество, он опасен именно высокой концентрацией никотина. То есть высокая концентрация. Если в сигарете до 1,5 мг никотина, то в среднем в снюсе 40-60 мг никотина. Также он опасен высоким содержанием химических веществ, всяких ароматизаторов. Тем более вот эти новые леденцы, они с ароматизаторами, с химическими веществами, где-то около 30 веществ содержится в них, которые при рассасывании, соответственно, при длительном воздействии на слизистые ротовой полости вызывают появление травм, язв, соответственно, и повышается всасывание этих веществ в организм, и, соответственно, влияние никотина или вот этих химических элементов на организм человека, соответственно, повышается. И человек получает вот эти именно пагубные эффекты от потребления никотина в большем объеме, большей концентрации. Если, грубо говоря, один леденец употребить полностью, то это равносильно 2 пачкам сигарет за раз. Ну, не абсолютно так, конечно, но концентрация значительно выше будет. Будет значительно выше, чем при приеме, допустим, сигарет. На ваш взгляд, почему этот препарат, этот снюс стал так привлекателен, особенно среди подростков? Ну, веяние вообще моды зачастую идет у нас в наше время, в эпоху цифровых технологий, из интернета. Зачастую социальные сети, вот эти видеохостинги, тот же YouTube, везде все это активно пропагандируется этими производителями данных веществ. Покупаются рекламы, даже, допустим, таких больших блогеров, так называемых, да, видеоблогеров, они, за деньги, я так полагаю, за деньги, за рекламу, они употребляют вот эти вещества в своих видео. Могут и положительные комментарии, да, выдавать, могут отрицательные, но черный пиар тоже пиар, как говорится, они всем этим, они агитируют. Даже если вот этот видеоблогер, он как-то отрицательно высказывается об этом снюсе, соответственно, все равно информация доходит до масс. Да. И хочется. Они еще как выдают? Они выдают как в виде, неофициально, как в виде челлендж. То есть они принимают, ведут себя, соответственно, реакция идет, они головокружение появляется, вот неприятные ощущения вот, в связи с потреблением. Молодежь смотрит это, но так один известный блогер говорил, что ему писали уже малолетние девочки, 14-15 лет, и буквально дословно писали ему, что он слабак, что он вот и не продержался и 5 минут, хотя они могут, вот эти девочки 14-15 лет, могут 15-20 минут держать вот этот препарат своей ротовой полости. Можно ли говорить о том, что производители, задумывая вот сие творение, решили как-то помочь курильщикам бросить курить? Является ли это альтернативной заменой, как вейпы или что-то подобное? Вообще, как само понятие альтернатива курению, она неправильная. То есть
не было. И, ну, вот есть препараты, да, Никаретта, вот, допустим, пластыри, вот они, ну, как говорится, человек получает никотин, но не получает, допустим, именно того эффекта, когда он вдыхает вот это. И, соответственно, Ну и сопутствующих смол. Вот да, всех. да, и, соответственно, вот именно бросание, оно, ну, кому поможет, ну, зачастую все зависит от желания человека. То есть вот именно снюс, он как альтернатива, ну, я полагаю, навряд ли это все-таки коммерческие цели, именно цель заработка. Может, и они позиционируют, что как альтернативу, но основная цель – это получение дохода. За счет именно неокрепшего ума, вот, именно подросткового населения нашего. Ну, с такой большой концентрацией никотина в одном леденце вызывает ли употребление снюса некую зависимость? Ну, зависимость она вызывает, естественно. Она, больше того скажу, что зависимость вызывает она гораздо больше, чем сигареты. Гораздо быстрее развивается зависимость, гораздо тяжелее потом от этой зависимости избавиться. Естественно, вот поступление именно большого количества никотина за раз в организме, естественно, вот эти реакции идут. Чем больше поступает в организм никотина, тем ну, сложнее будет отмена потом идти вот приема этого препарата в организме человека. То есть даже вот быстрее, чем обыкновенный курильщик да, привыкает к сигаретам, да? Естественно, там гораздо Как можно родителям, это, наверное, очень вопрос волнующий всех, распознать, что их чадо употребляет этот вот, снюс? если раньше, да, вот снюс сосательный, при приеме его, в принципе, при довольно длительном приеме его появлялись язвочки в слизистой ротовой полости, либо желтели зубы, появлялся, ну, запах изо рта неприятный, абсолютно неприятный запах. То есть сейчас вот эти появления этих леденцов распознать очень сложно. Можно распознать при длительном приеме, ну, употреблении этих снюсов именно с характерологической точки зрения. То есть Как-то все-таки поведение меняется. Поведение, естественно, меняется. Появляется раздражительность. Потом снижается успеваемость в школе. Появляется высокая утомляемость. Ребенок теряет интерес к учебе. Ну, соответственно, если он родителям рассказывает, что он не употребляет снюсы, значит, он уже обманывает, и уже идут вот эти характерологические изменения, он начинает чаще врать и изворачиваться, соответственно, и из-за этого раздражительность, вот эти сильные. В принципе, это все косвенно заподозрить можно, но это, в принципе, может быть и не только при употреблении снюса, да, все эти проявления. Много причин может быть, но косвенные вот именно подозрения могут вот эти поведения вызвать. Если появились подозрения, то что родителям делать? Ну, естественно, надо обращаться к специалистам. У нас подростковая поликлиническая служба, наши наркологи подростковые работают по адресу Автодорожный 38, ну, 5 дней, 6 даже, по-моему, не неделю. А стационарная наша служба, в принципе, к которой можно обратиться не, ну, к дежурному врачу в любое время, да, круглосуточно, 7 дней в неделю. В принципе, даже если за консультацией, можно, в принципе, выделить время и пообщаться. Ну, то есть любой желающий, в принципе, ну вот мало ли заподозрил, что ребенок связан с плохой компанией, прийти, сдать какие-то анализы или как выглядит процедура, вот ну, узнать, да или нет. Анализы сдать, к сожалению, не получится, но побеседовать с врачом, побеседовать с психологами, это получится. Это, в принципе, и выявить можно будет. А известно ли вам, сколько случаев уже зарегистрировано у нас в городе или в республике? Ну, за 2019 год именно в нашу службу подростковую обратилось 11 родителей по поводу употребления снюса, ну, их с детьми. И 6 из этих подростков взяты на профилактическое наблюдение. То есть прием этих препаратов, я так полагаю, в этих случаях, 6 случаях был не разовый.
Наше российское законодательство, к сожалению, пока не признает снюс наркотическим средством, хотя разговоры о его запрете уже ведутся. Как наркологи относятся к этому и какие, на ваш взгляд, нужно предпринять меры, чтобы все-таки искоренить? Ну, справедливости ради надо сказать, что именно сосательный снюс, который закладывали за губу, он запрещен продажу у нас в стране с декабря 2015 года. Вот и в связи с этим вот появились жевательный табак, вот этот снюс, который в виде леденцов. Он пока не в запрете, потому что производитель позиционирует, что он не содержит табак, он просто никотин содержащий жевательные вещества, ну, леденцы. Ну, именно наркологи, естественно, ну, не рады данному факту. Но на законодательном плане работы ведутся, в принципе, в правительстве, даже Российской Федерации, да, уже идут разговоры. Соответственно, рано или поздно, ну, я думаю, скорее рано, чем поздно, уже ведут запрет на продажу, оптовую и розничную продажу. В стране недавно была утверждена антитабачная концепция. Какова сейчас у нас тенденция в республике вообще с табакокурением и в связи с, может быть, отказом людей от табакокурения, появлением вот именно различных этих заменителей, как вейпы, снюсы и так далее? Ну, с табакокурением, ну, наша республика вообще за все время всегда входила в регионы Российской Федерации, где потребление сигарет довольно на высоком уровне. Всегда было, ну, по сравнению даже с южными регионами, у нас потребление никотина, ну, табака гораздо выше. Где-то с 2015 года, наверное, идет тенденция к регрессу, то есть снижению уровня потребления никотина сигарет. Ну, довольно-таки значительная. Тем более сейчас, после введения вот этой всех запретов употребления в общественных местах, прием данных, ну, сигарет гораздо значительно мере уменьшился. Да и вообще по менталитету смотреть, даже по молодежи, что употребление сигарет не модно. Да? По-простому, по-молодежному сказать, не модно нынче. Сейчас уже новые, как бы сказать. Надеемся на благополучный исход и что будут и курить меньше, и потреблять таких вещей тоже меньше. Спасибо вам большое, Нестор Владимирович, за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.